Ассаламу алейкум, приветствую всех. Ну все, появился, да? Ассаламу алейкум, приветствую всех. Я на связи. Видно ли меня, слышно ли меня? Так, меня видно. Так, поставим на 720. Вверху вашего экрана есть три точки. Когда нажимаете на них, там можно выбрать разрешение. Если поставите 720, то будет намного лучше видно. Намного лучше будет видно. Так, Вильпес инкульта. А сам почему Путин ходит везде с термокружкой? Потому что он трус. Потому что он боится, что его отравят, что он заболеет и умрет. Машал Хиль Масана. Да, ну, боится, конечно, боится. Мерзкий, мерзкий трусишка. Хамзат Килу Машу, брат. Машал Хиль. Так. Давно не виделись, да, как говорится? Вильпес инкульта, параноик, хиллацуна. Параноиком стал, говорит. Да, а чем старше ты становишься, Сталин ведь тоже стал под конец своей жизни параноиком. Я их жизни не завидую. Чем старше ты становишься, ты понимаешь, что конец близок, ты понимаешь, что ты слаб, да, ты дышать не можешь, ходить не можешь, передвигаться, как раньше, не можешь. И ты понимаешь, что у тебя здоровье, силы покидают. А враги, они растут, да, маленькие, которые были, когда там наносили вред. Появляется конкуренция, ну, все появляется. И когда у тебя еще такой немаловажный фактор, как враг в лице США и НАТО, то, я думаю, это подвигнет любого к паранойи. Так, дух свободы. Ассаламу алейкум, мой брат. Ассаламу алейкум, салам, дух свободы. Лан ин. Салам машал халт ланин. Чеченские хакеры. Не боится он. Валлахи боится. Я тебе клянусь, чем ты хочешь боится. Аллах боится. Анна Александриди. Ты куда пропал, Аслан? Ты не поверишь, но я реально переживала. Почему не поверю? Поверю. В пятницу у меня было очень важное дело, и я не успел просто на стрим. И перенес на понедельник. Хотел в субботу, но и в субботу тоже не получилось. Так, сам на себя похожий. Ночью. Салам алейкум, Асан. Когда снова будет митинг? Ва алейкум салам. А, не знаю пока, но обязательно, конечно же, нам надо проводить митинги. Нам постоянно их надо проводить. Надо систематически, каждый понедельник или каждую среду, каждый вторник, четверг. Вот надо какой день выбрать и выходить. Один человек, 10 человек, 100 человек. Выходить и добиваться. Потому что ситуация очень плохая на самом деле. Как мы знали, как мы много раз об этом говорили, с России приходят письма, что открылось новое медучреждение. Есть супероборудование, реально есть, они закупают, да, они там бэушные или даже не бэушные иногда закупают какие-нибудь импортные оборудования, но у них нет специалистов на них работать. Есть люди, которые оканчивали или там за деньги заканчивают там медучилища какие-нибудь. И вот они присылают видео, фото, отчеты, что у них вот есть закупленное оборудование медицинское, что у них супер выплачиваются социальные там разные необходимые там, денежные средства. И здесь суд ссылается на это. И они говорят, если даже по болезни, сейчас уже в Германии как начали делать, если даже по болезни тебе можно остаться, то из-за того, что
оттуда приходит подтверждение документальное, да, с фото, с видео, с накладными, что вот у них куплено оборудование, построенными там больницами, и говорят: вы дома можете лечиться. А вы знаете, что в больнице здорового у нас убивают. Здоровый едет в больницу провериться, да, там где-то что-то захворал. И все, человек, или они его залечат, или там же умрет. Тут был случай, там с Валерика человек умер, пошел, повез его сын в больницу, он там умер. Хотя у него там реально тоже из-за ошибки врача. Реально там особо никаких проблем не было. Просто провериться, да, поехал человек. И так далее, и так далее. Очень много. У меня знакомого тоже молодого мужчина, ему тогда лет 40 даже не было. Его долго лечили, что думали там что-то у него желудка, язва желудка у него или что-то такое. Обезболивающие выдавали там и так далее. И потом выяснилось, что что-то там поджелудочное было. Когда он уже потерял сознание, пал в кому. Его тогда привезли экстренно в Москву, с Склифосовского. И там сказали, если бы чуть-чуть пораньше привезли, мы могли бы его спасти. Молодой мужчина до 40 лет, 36, по-моему, лет, 35 лет, умер из-за того, что врач не поставил правильный диагноз. Ну и так далее. И то же самое происходит с правами человека. Говорят, все отлично, вот тут, которые есть клопообразные, они рассказывают, что все отлично, ездят домой, фотки, видео, мы молчим, да, например, вот сейчас у нас был митинг, некоторые говорили, не надо поднимать ичкерийский флаг. Я не знаю ни одного народа, у которого нету флага и который не хочет под свой флаг встать. Если мы не стоим под своим флагом, ну, нам не дадут, понимаете? Мы не можем просить политическое убежище на основании того, что нас преследуют по политическим, идеологическим, религиозным, иным обстоятельствам, и не говорить об этих обстоятельствах. Ну, много раз я это говорил. Это огромная работа. Мы должны противостоять, мы уже противостоим и будем противостоять, и обязательно добьемся своего. Мы противостоим огромной информационной, пропагандистской, преступной российской вот этой машине. Надо встать аккуратненько, показать, донести. Мы же за правду. Как в Коране говорится, явилась истина и сгинула ложь. Ложь обречена на погибель. Это однозначно, это так. Ложь, она обречена. Наша сила в правде. Мы, конечно, должны доносить. Ну, конечно, должны доносить это открыто. Не бояться, не стесняться, открыто говорить. Как можем, что мы можем, то мы и делаем. Так, пошли дальше. Так, ассаламу алейкум, Асан. Когда снова будет митинг? Так, это я уже прочитал. Роман Романов, приветствую, Асан. Здоровья тебе, как ты меня когда-то поправил, безусловно, свободы. Приветствую, Роман, спасибо большое. И вам того же, и тебе того желаю. И тебе и свободы желаю, и здоровья желаю. Жить свободным и здоровым. Так. From the mountain. Аслан, добрый вечер. Сколько лет, сколько зим, как у вас дела? Приветствую, Грузия. Добрый вечер. Все отлично, слава Богу. С каждым днем все лучше. Все лучше и лучше. Хаджа Насреддин. Ассаламу алейкум. Сюди кёль аслам. Ва алейкум салам. Дал вызел хаджа. Так, длинный. Я приду умереть от любви, чтобы утром проснуться живым. Это такой ник. Здравствуйте, Аслан. Переименовалась Кристина Радисавич. Ну, я не мог тогда вашу фамилию прочитать, Кристина. Здравствуйте. И сейчас тоже. Ну, зато, вот видите, все-таки смог. Профан Эйнштейн. Ассаламу алейкум, Аслан. Ва алейкум салам, профан. Аслан Керимов. Маш мокш довышу масо. Так, Эмин. Видео с последнего митинга, эфир. Алекс Магер. Да, это видео у меня делается. Я был занят тут кое-какими делами, и видео задержалось. Но все подготовлено, документ написан. Мы будем обращение писать. Митинги надо проводить. Просто надо, не просто вот, надо часто выходить. Очень хорошо в прошлый раз вышли. Я надеюсь, еще больше, там около
40 человек нас тогда вышло, и это первый, как говорится, блин, но дальше будет больше, я на это надеюсь. Чеченские хакеры. Обращение к Трампу. Срочно освободить Аслана Индиева. Да, Аслан Индиев, чувалер бадыгдич. Фриман 007. Аслан маш вовел хахун сагат делир са мичхол лилшуа. Машал Хуэль, говорит, соскучился. Фриман 007. Где я хожу? Ну тут по Гамбургу, по Гамбургу. Все да по Гамбургу. Машал Хиль. Аслан Керимов. Лошара, потом взрывы домов ожидать. Так, это кому? Аслан Керимов. Так. Магомед Технологи Инновацион. Что по поводу заявления Зеленского о переговорах с Путлером и о телемосте с каналом 24? Ну, ничего не могу сказать. Сейчас пока идет тут эта разборка. Вильпес Культа. Они отменили. Встреча будет в Минске. Аслан, Киев с тобой. Привет. Приветствую, Киев. Спасибо. Каждый чеченец герой и генерал. Ассаламу алейкум. Дадал хак долч. Нари. Салам машалду. Ва алейкум салам. Ассаламу алейкум, казах. Казак. Хава Акаева. Аноним анонимус. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Профаночный Аслан, ты в последнее время пропадаешь. Ты для нас светила свободы, так что не пропадай. Не-не, я тут. Я не пропаду. Так, Ичкерия, флаг люблю. Ждем вас в Украине, чтобы посольство Ичкерии и ваш флаг развивался. Да, мы тоже на это очень рассчитываем. Вот быстрее бы вы признали бы, да, если бы украинцы сейчас как-то мобилизовались бы в этом плане, свое свободное общество попросило бы свое новое руководство депутатов и так далее, то, конечно, было бы очень хорошо. Ассаламу алейкум, братья и сестры, говорит Нох-Чинох. Ва алейкум салам. Так, ну, всем салам, всем привет, всех рад видеть. Так, Аслан, где борода? Вот, Арстхо Инг, вот тебя не хватало с твоим вопросом. Борода у этого, как его, у Фиделя Кастро. Так, звук есть, все нормально. Что вы говорите? Андрей Александрович, здравствуйте, Аслан. Будет ли третья чеченская? К примеру, если к власти придет нацист типа Навального, и он не скрывает, что не любит кавказцев. Ну, Андрей Александрович, здравствуйте. Ну, во-первых, это не третья чеченская, если она и будет, а будет русская чеченская или российская чеченская, если вам удобно. Навальный, да, нацист, нацистов, ну, как и большинство россиян, русских, точнее, нацисты, это правда. Но более нацист является подполковник ФСБ Путин. Более нацист, чем Навальный. Конечно же, они особо друг от друга не отличаются, но, по крайней мере, Навальный хотя бы не КГБшник, ну, по крайней мере, не действующий. Может, стукачок, как и Ельцин, но не действующий. Поэтому особой разницы нет. Третьей русско-чеченской войны, я надеюсь, не будет, так как ни мы не имеем возможности в данный момент воевать, да, хотя у нас есть очень много вооружений и очень много обученных наших людей, которые по ошибке, ну, некоторые считают, что это российские военнослужащие. Они перейдут на нашу сторону обязательно. Но это будет полиция. Конечно, хотелось бы избежать третьей чеченской, и я надеюсь, что мы ее избежим. И, во-вторых, у России нет желания с нами больше воевать, потому что России сейчас бы свои проблемы залатать, да, с Украиной, в Сирии, и как бы санкционные вот эти моменты, и внутри то, что сейчас накипает, да, народ, что ни говори, русский народ, хоть он, как говорится, долго запрягает, я бы сказал, что он очень долго запрягает, ну просто невозможно долго запрягает. Но в конце концов начали понимать, что вот их начали там, даже я не знаю, как сказать, начали понимать, ну как сказать, начали понимать, как это можно было очевидно не видеть. Ну просто
Вове надо, наверное, еще какой-нибудь Крым захватить, там, сбросить атомную бомбу там, и так далее. Но народ все равно потихонечку, думающие люди, начинают просыпаться и активно начинают проявляться. Поэтому я думаю, Россия развалится, всего нынешнем состоянии России не будет. На это указывают очень многие аналитики, очень многие факторы указывают, в том числе массовое сокращение населения российского народа. В первую очередь, конечно же, это русские и другие народы, которые населяют там северную часть России. И остальные народы, как мы знаем, прибавляют. Немного, как хотелось бы, конечно, но потихонечку там ингуши, дагестанцы, другие кавказские народы, они прибавляют. Ну, мусульманские, скажем так, Татарстан, Башкортостан прибавляют. Ну, я так думаю, что у России воевать третий не будет. Конечно же, как и в любом месте, перед тем, как уйти, чтобы там не был порядок, Россия может стравить наши народы. И всячески это происходит, да, сейчас вот это разделение границ происходит, поэтому попытаются разжечь, да, там, оставить своих князьков, там, подпитывать их. Помните, как из Афганистана, когда они вышли, Шах Масуда они там подпитывали, там, и так далее, разным оружием, деньгами. И я думаю, будет то же самое, будут пытаться то же самое делать. Но будем рассчитывать на то, что больше мы воевать не будем. Мы будем воевать теперь в правовом поле. Все, у нас есть все юридические основания. Ваша страна, Россия, я имею в виду, страна-преступник, руководство России совершило тягчайшие преступления. Конечно же, мы будем всячески продолжать вести на правовом поле. И я так рассчитываю, что мы введем миротворцев, и благодаря этому мы сможем установить законную власть, избрать президента, избрать депутатов, парламент и наладить свою мирную жизнь с Божьей помощью, дай Бог. Так, Байсангур, дизлайки ставят обиженные. Да, это ставят предатели и враги ставят дизлайки. Алекс Магер, если трусость нынешних отцов называют осторожностью, обязательно наступит время, когда рабство детей назовут преданностью. Джахар Дудаев. Совершенно верно, Алекс. Так, Ичкерия Лайк, делитесь видео, ставьте лайки. Да, делитесь видео и ставьте лайки. Каждый чеченец герой и генерал. Аминь. Давайте я перемотаю, извиняюсь, а то я сейчас отвечал очень долго. Про самый наболевший вопрос, что будет ли третья русско-чеченская война. Нет, не будет. Мы воевать больше не будем. Мы показали, что мы можем воевать. Мы воевали для того, чтобы показать, ну, всему миру доказали. Будем жить. Теперь мы будем работать на достижение экономического прогресса. Да? Будем становиться самой богатой страной в Евросоюзе. Войдем в Евросоюз и станем самой богатой страной в Евросоюзе. Например, Швейцария, да, когда-то тоже швейцарцы были воинами, да, они воевали. До сих пор сейчас в Швейцарии у них разрешено оружие. Любой вид оружия у них разрешен. Там пулеметы, гранатометы, все что угодно. По-моему, гранатометы тоже. Пушки, танки, БТРы, все у них человек может приобрести. И сами по себе они очень такие воинственные. У каждого швейцарца там в доме есть бункер, где хранится и оружие, и где в случае бомбежек можно спрятаться. При всем при этом никогда не было войны. Теперь же я считаю, что мы очень похожи на швейцарцев чем-то, да, хотя швейцарцы это такая собирательный такой образ, да, там 3 или 4 языка, они абсолютно разные по менталитету даже люди, говорят на разных языках, государственных языках, 4 у них, и при всем при этом они самые богатые. Вот я считаю, что и они небольшая страна. Я считаю, что чеченцы могли бы составить конкуренцию, взять пример со Швейцарии
и идти в этом направлении, стать такой же богатой, такой же успешной и такой же не принимающей участие, да, там, не воюющей хотя бы 100 лет. Все, и нам этого будет достаточно. Да, Аллах. А так, конечно же, весь Кавказ должен объединяться, мы должны создать единый союз, Кавказский союз. Влад Друтов, есть два вида чеченцев. Те, кто выступает за независимость, и те, кто любят Путина и Кадырова. Нету никаких двух видов. Нет. Это есть один вид чеченцев, который за независимость. Другие чеченцы, они не являются гражданами Чечни, и они могут убираться в Россию, если они так хотят, и дальше любить и Путина, и Кадырова. Вместе с Кадыровым они туда могут убраться. Русские очень восхищены Кадыровым, очень его любят. Я думаю, он будет хорошим президентом для России, для русских. И я думаю, ну, это именно то, что им нужно в это трудное время, да, в этот переходный период. Я думаю, Рамзан Кадыров будет хорошим президентом России. Анзорино, оставь Европу и Запад, у чеченцев свой путь. Нет, Анзорино, я с тобой здесь вот в корне не согласен. Мы часть Европы. Мы находимся в Европе. Хотим мы этого территориально, континентально, мы находимся на территории Европы. На сегодняшний день оставлять Европу и Запад, это значит отказаться. Весь мир тянется в Европу, Запад, да, в США, а мы отказываемся. Мы отказываемся, это значит, у нас не будет ничего, да, ты говоришь. Мы как Афганистан должны жить, да, при талибах. Нет, я не хочу так. Извини, Анзорино, это вот люди, которые там хотят установить там, изменить нашу конституцию, хотят как-то там жить, вот они, пожалуйста, так живут. Мы будем строить правовое демократическое государство, где религия отделена от государства. Все религии отделены от государства. Да, у нас основная религия ислам, мы мусульмане, у нас это никто не отберет и никогда не собирается у нас это отбирать. Даже безбожники, коммунисты не смогли у нас это отобрать, и об этом даже никакого спора нет. Но если ты посвящаешь жизнь Богу, если ты учишься этому, ты должен отойти от управления государством, и не должен человек, там, который там прочитал только лишь что-то из религиозных там каких-то учений, приходить туда и говорить, вот это там кафиры, вот с этими дела делать нельзя, с этими то можно. Религия, государство должны быть отделены. Хотим мы этого или нет, другого развития у нас нет. Другого я не вижу. На сегодняшний день самая мощная цивилизация, это, как я уже говорил, есть там китайская цивилизация, которая реально сейчас очень развивается, хотя она стоит на глиняных ногах, так как она строится на страхе, а это рано или поздно приводит к плачевному результату. И на терроре. И есть вот западная цивилизация, которая на сегодняшний день существует. Отказываться от этого, я, например, считаю это очень глупо, как от этого можно отказаться. Если там придерживаться какой-нибудь там арабской, да, цивилизации, она в упадке на сегодняшний день. Часть, некоторые арабские страны очень развиты, но эти даже развитые страны, все технологии, все вооружение, все берут с Запада, западная цивилизация. Западная цивилизация, в первую очередь США, это лидирующая страна, и мы должны брать с нее пример. И воротить нос от кого-либо нам не стоит. Мы, находясь в Европе, не можем построить там Сомали или Судан. И не имею ни малейшего желания это государство. Ни Сомали, ни Судан. Вот когда появится, вот я приблизительно понимаю, о чем ты говоришь, там какой-нибудь там халифат, он составит конкуренцию, или он будет не составлять конкуренцию, он будет там не так развит, и вот мы посмотрим, там, проголосуем, скажем, ребят, давайте вот выберем этот путь, изменим конституцию, весь народ подготовим, объясним, что вот нам лучше идти в халифат. И вот тогда, может быть, это будет возможно. А сейчас у нас есть конституция, и другого выбора у нас нет.
Так, Андрей Жданов, вроде недавно хотели Ичкерию в НАТО, а теперь как Швейцарию. Нет, почему? Одно другому не противоречит. Я имею в виду в НАТО войти для безопасности. Швейцария находится среди хороших, добропорядочных соседей, у которых хранятся деньги в Швейцарии. Поэтому с ней никто особо воевать не хочет. Но при всем при этом, а, я имею в виду, но на экономическое развитие. Да? На сегодняшний день Швейцария одна из самых богатых стран и Европы. Я имел в виду это. И, конечно же, в НАТО нам нужно войти для безопасности. Для безопасности нашей страны. Другого нет. Кингом Шульц. Аслан, Стечкин или Глок? Стечкин это вообще ерунда. Так, а зачем ЕС Чечня? Игорь простой. А зачем, Игорь, вы кому-либо? Лунный свет. Ассаламу алейкум, друзья. Рад вас видеть. Ва алейкум салам, лунный свет. Так, как найти? Кавказ объединится только в одном случае, если Российская Федерация будет огульно устраивать гонения на Кавказе. Не знаю. Чеченцы круче швейцарцев. У вас каждый воин, только позови. Все готовы защищать землю без сомнения. Кавказ надо объединить, и Российская Федерация не сунется к вам. Ну, швейцарцы тоже были когда-то воинами. Очень, говорят, крутыми воинами были швейцарцы. Ну, потом расслабились, бабки расслабили их. Ну, главное же не воевать, главное жить свободно. Они живут свободно. Так, Василий Пупкин. Аслан, какие правозащитные организации работают в Чечне сейчас? Можно как-то защитить свои права в правовом поле? Нет, конечно. Как можно защитить? Нет, конечно. Была одна организация, Мемориал, да, ее представлял Аюб Тетиев, которого два года назад подбросили наркотики, посадили, вот сейчас он вышел. Ну, конечно же, нет. И я убежден, что Аюб Тетиев не выполнял работу в полном объеме, потому что невозможно работать в полном объеме. Это, ну, о чем можно говорить, когда людей убивают, задерживают массово людей, убивают? О чем вообще говорить? Тотальный страх. Вообще, какие права и Чечня, это вообще вещи несовместимые. Чеченцы находятся в тотальном страхе, в тотальном нарушении прав находятся сейчас на сегодняшний день граждане временно оккупированной Чеченской Республики. К сожалению, это так. И все вот эти нам вот салюты, там, конфетти, там, светомузыка, подсветка делается, которая для того, чтобы сказать, что это не так, это именно для этого и делается. Это так. Это так. И чеченцы знают, и между прочим, чеченцы почему сейчас молчат? Потому что, не только потому, что их убивали, да, чеченцы далеко не трусливый народ, и чеченцы не такие, чтобы вот так взять и замолчать. 20 лет, там, 15 лет, там, последние, когда нас убивали, Запад принимал их, этих бандитов, преступников, награждал их, давал им деньги, торговал с ними, покупал, и нас называл террористами и бандитами. И мы поняли, что Запад такой же лицемерен, потому что то, что над нами творилось, этого не мог не видеть Запад. И мы это прекрасно понимаем. Даже самые там необразованные люди у нас это прекрасно понимают. Как они это не видят? Все прекрасно видят. И мы, чеченцы, очень хорошо все видим и понимаем, кто к нам как относится. И чеченцы сейчас просто молчат. Я абсолютно убежден, как только ситуация изменится, мы все всем припомним. Просто я очень хочу, чтобы это было в рамках закона. И я буду всячески это добиваться и требовать, потому что это будет, ну, это будет еще хуже, чем что с нами случилось. Это еще добавок будет тому, что уже случилось, если мы будем делать что-то не в рамках закона. Поэтому у нас вот такая вот ситуация. О правах человека сейчас и речи нет. Есть, ну и призываю чеченцев не молчать. Не молчать, рассказывать, что с ними происходит. Каждый чеченец герой и генерал. Аслан, меня очень интересует один вопрос. Неужели никак нельзя помочь Абдурахманову Тумсо? Ведь нашего ЕС очень много.
ну, как ему помочь? Я ему предложил как-то помощь, он там на меня начал истерику катить. Потом я сделал обращение по поводу того, чтобы вот польские власти его освободили. Этот человек там, ну, так по-хамски отнесся, сказал, «Ну, не произносите его имя даже. Как ему помочь? Пускай одевает военную форму, повязку еще себе на голову там одевает. Да? Человек, который никогда не принимал участие в боях, сейчас одевает военную форму с бородой и сидит и говорит там, вот мы тут шариат построим. Там, ну, сейчас он начал говорить уже не в Польше, вот только в Чечне он его будет. Себе он предпочел это, демократию, а нам он будет бедным чеченцам, он отказывает в этом праве. Как ему помочь, если человек сам так себя ведет? Я не знаю, с какой целью он так себя ведет, но если человек военную форму одевает, зачем? Этот человек никогда не воевал, была война, он говорит, он с 30 лет, ну почему он не воевал? Если он не воевал, сейчас одел военную форму. Как помочь человеку, который сам, я не знаю, для чего он это делает. Поэтому больше давайте не будем о нем говорить. Халид Аслан, в каких ты отношениях с Сайханом Агаевым, с односельчанином твоим, который тоже в Гамбурге? Ни в каких. Сайхан Агаев, я ничего плохого про Сайхана Агаева сказать не могу, но я ни в каких с ним отношениях. Да, он является моим дальним родственником, это я говорил об этом, по материнской линии, и никаких. А с какой целью ты интересуешься, Халид? Так. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Буры 20. Денис Петен Пеннахе. Антитеррор ЧРИ 2. Саудия спонсирует ваххабизм, Рашка распространяет. Это началось после того, как Иран начал угрожать Саудии. Ну, там, да, мы оказываемся в разменной монетой в руках там разных там этих людей для разных стран, да, и разные страны преследуют свои интересы. Они не строят халифат. Просто почему, когда нас убивали, когда еще нам должны были помочь? Нам западные страны, да, мы говорим, западный путь мы не выбираем, но западные страны нам помогли. При всем при том, что они нам не помогали, но опять же была часть западных людей, которые нам помогали, и это надо признавать, и мы им безмерно благодарны. И только из-за этого веру в этот западный мир и в западных людей мы не потеряли. Лично я. Я опять же буду признавать, всегда напоминать о лицемерии, которое было. То же самое, да, кому бы это не было обидно, Украина тоже нам не очень помогала. Сейчас мы с украинцами друг друга очень хорошо понимаем. Но было время, когда украинцы выдавали, сейчас выдала Украина одного нашего бойца, да, одного парня, Тимура Тумгоева. Я ездил в Украину, который я никогда не воевал, никогда не держал в руках оружие, да, и я ездил в Украину, меня в Украину не запускали, хотя я был прописан в России, я был там, ну, не в Чечне прописан был, да, меня разворачивали, я говорю, а при чем здесь, я же вам ничего плохого не сделал, чеченцы вам ничего не сделали плохого, завтра после нас Россия нападет на вас, пограничники говорят, ничего не знаю, давай обратно, на Конотопе разворачивали, вымогали деньги, иногда давал денег, когда вымогали, иногда, когда не вымогали, разворачивали, возвращался. У них там, видимо, какая-нибудь палочная система, что вот столько-то чеченцев они развернули. Какую угрозу я мог представить вот для Украины? То же самое и на Западе были люди, которые нам помогали и нет. Сейчас нам помогают, и тогда помогали, сейчас поменьше сейчас начали помогать, потому что мы многих уже разочаровали, да, тоже нашу вину тоже будем признавать. Все как положено должно быть, да, все по-честному, как говорится, по чесноку.
И у всех стран свои интересы. Никакие арабские страны, ни Саудия, ни Турция, ни другие страны нам не помогали. Пакистан, например, да, который там помогает талибам, да, вот эти талибы, их ведь курируют пакистанские спецслужбы, да, а талибы им для чего нужны? Для того, чтобы Афганистан не стал сильным конкурентом, да, Пакистану. И в случае чего, чтобы можно было там против Индии направлять вот этих талибов. Вот они финансируют, помогают. Нас то же самое начали, нам тоже начали подкидывать. Да? Вот этот Имарат Кавказ, это тоже оттуда идет, на мой взгляд, вот эта тема. Ну, связались с ними, все, ну, помогают. Ну а к чему это приводит? Это приводит к тому, что нам все время надо воевать. Я не считаю, что именно Чечня должна стать полигоном на 100 лет, до судного дня стать полигоном, где мы должны гибнуть. Или же мы должны сейчас оказаться в таком положении, в котором мы сейчас находимся. Я с этим не согласен. Это нельзя допускать. Мы должны думать не только самим попасть в рай, но чтобы мы могли обеспечить достойное образование будущим поколениям, медицину для взрослого населения, свободы, чтобы у нас были, да, я-то в рай попаду, а остальным что делать? Как так? Так же тоже нельзя. И вот эти Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, где они были, где они миллиарды? Вы не представляете, как их много. Они, арабов около там 600 миллионов. Вообще мусульманский мир 1,5 миллиарда. При всем желании мусульманский мир, не только арабы, мусульманский мир мог остановить эту войну. Но почему-то я слышал только ноты протеста, санкции какие-то, да, которые снимались там, из ПАСЕ Россию выводили. Только от христиан. Но они не христианские страны, это светские страны. Они не кичатся, что они вот христиане. Они могут церковь продать, если туда не приходят прихожане, продать мусульманам, молитесь здесь, будьте мечеть. Как в Англии это происходит. Как в Гамбурге, здесь открылась мечеть, раньше там была церковь. И никто не хочет всех мусульман убивать за это. Вот там понаехали. Этого тоже нет. Хотя недовольные тоже, конечно же, есть, и это тоже будет. Поэтому давайте думать о национальных интересах в первую очередь. А потом, когда мы окрепнем, станем как Швейцария, тогда будем думать уже об остальном мире, о всех колодцы там поедем копать там и так далее. Так, Эдуард Мамедов, приветствую, спасибо, Эдуард, как обычно, без вопроса. Так, Уэн Грецкий, Турция напрямую зависит от России. Это неправда. Ну, зависимость какая-то, взаимная зависимость какая-то экономическая у них вдруг, конечно, есть. Но надо признавать, что Турция входит в НАТО. И она не зависит от России. Камиль Инков, ассаламу алейкум, ассалам. Ва алейкум салам, Камиль. Камиль Инков, как ты, тигр? Все супер. Спасибо. Влад Руто, а как это сделать? Так, это не мне. Андрей Жданов, Аслан, вашу позицию поддерживает кто-нибудь известных чеченцев в Российской Федерации, например, Хасбулатов или Садулаев? Хасбулатова я знаю, а кто такой Садулаев? Это, наверное, Малик Садулаев, да? Малик Садулаев. Ну, Малик Садулаев и Хасбулатов это люди, которые пророссийские. Они, конечно, не могут поддерживать мою позицию. Андрей Жданов. Так, это было. Прайм. 100% ты прав, брат. Сейчас саудиты убивают в Йемене мирных жителей и детей. 150 детей умирают там ежедневно от голода. Вот тебе вот пример. Об этом мы не кричим. Уйгуров там терроризируют. Конечно, об этом надо говорить. Об этом мы говорим. В других местах мы говорим. А когда это делают саудиты, почему-то все молчат. Когда Саддам Хусейн убивал курдов, в том числе мусульман курдов,
Ну, Саддам Хусейн там великий правитель, потому что он что-то сказал про Америки, и в России начали говорить, вот там Саддам Хусейн молодец. Это Саддам Хусейн друг Жирика там и других. Не, ребят, давайте думать, давайте разбираться. Не просто лозунгами, да, там мы это, мы там то. Нет, давайте думать чуть-чуть вперед. Что мы строим, куда мы идем. Вы думаете, Дудаев, его окружение, когда принимали Конституцию, закон, они были глупее нас? Они чего-то знали, не знали, чего мы знаем? Нет, поверьте, эти люди были намного образованнее многих. Генерал, как мы знаем, у нас только один был, полковник, да, без 5 минут генерал Масхадов, тоже выбирал этот путь. И многие сейчас, которые тогда выбирали, Хусейн Исханов, которые выбрали тот путь, который шли, никто ничего не меняет, Саид Амин Ибрагимов. Эти люди далеко не глупые люди, если это так еще мягко выразиться. Это, если не сказать, это титаны, да, нашего народа, которые несут это бремя. Когда мы все отвернулись, когда мы все там своими житейскими, бытовыми вещами занялись. Надо и не сопоставлять это с исламом, да, вот ты не мусульманин, ты что, против шариата? Бред полный, бред. Приезжает человек, здесь получает документы, берет немусульманного адвоката, идет в немусульманский суд, светский суд, отстаивает свои права, на что я категорически настаиваю. Всегда так надо делать и всегда надо свои права отстаивать. А потом этот человек заявляет, чеченцам нужен шариат. Где логика? Почему ты себе позволяешь это, а не позволяешь своему народу отстаивать эти права? Так что вот так вот, братцы. Карл Горваль, ассаламу алейкум, добрый вечер. Ва алейкум салам. Приветствую, Карл Горваль. Так, антитеррор Чирей 2. В некоторых странах имамы объявили бойкот хаджу. Довод, что деньги саудиты направляют на убийство мусульман. Ну, наконец-то. Ну, возникает другой вопрос. У нас, например, страна оккупирована. Весь мир знает, что нас увидели. Если не знают, они могут посмотреть вот мой YouTube канал и узнать, что наша страна оккупирована. Да, глупо, в мире нет никого, кто хоть малейше интересуется вопросом, не знал бы, что наша страна оккупирована. Убиты от 250 до 300 тысяч, более 250 тысяч наших граждан убито. Самый главный враг мусульман, Путин, поставил своего гауляйтера, управляющего на нашей территории. И этот человек, Кадыров, убивает нас. Был на стороне своего народа, с отцом перешел на ту сторону и начал убивать нас. Убивает так, унижает, оскорбляет. И они совершают хадж. Им оказывают приемы. Я удивляюсь, его мечеть запускают. Это же все показывает. И наши люди, которые смотрят, думают, если Саудия, ну там же ислам, это же вот сосредоточение, да, ислама. Если они его запускают в эту мечеть, если они там ему оказывают такие почести, такое уважение, может, все-таки он на самом деле прав, некоторые так ведь думают. Это не предательство ислама. Почему вот эти имамы, которые вот антитеррор Чирей, говоришь, почему они раньше не объявляли вот бойкот и хаджу, и Саудовской Аравии? Вот надо было убивать мусульман в Йемене или еще где-то, а мы, значит, не мусульмане были. Ни одного голоса я не слышал. Простой народ, да, и турки нам помогали, и арабы нам помогали, простые люди. Но их было так мало, на государственном уровне никто не делал. Народ массово не выходил требовать от своего государства помочь чеченцам. Этого не было. А сейчас убийцу, предателя, они запускают в мечеть, там показывают ему почести. И потом ихние муллы выносят фетвы, которые мы здесь обязаны выполнять. Будучи в Европе, будучи в Чечне, мы должны эти фетвы выполнять. Где логика? Давайте своим умом жить.
А не там, что вот Саудовская Аравия сделала из ислама там себе бизнес. Саудовское руководство сделало себе из ислама бизнес. Политический инструмент она сделала. Ей надо с Путиным что-то сделать. Она Кадырова запускает в мечеть. Интересно. Так, давайте я перемотаю. Влад Руто. Аслан, сегодня 30-летние русские несут ответственность за войну 94 года. Ну, что значит несут? Русские, конечно же, все не несут. Ни 30-летние, ни 40-летние, ни 50-летние. Конечно же, не несут конкретно. Они несут коллективную ответственность. И конкретно 30-летние не несут, там, а такие несут, тоже этого нет. Есть русские, которые и 50-летние, которые до сих пор нам помогают. Своим голосом, своим словом. Борис Тамахин, например, сидит, который отстаивал наши права. И он не мусульманин, как мы, кстати говоря. А многие мусульмане, которые отрастили большие бороды, и мне говорят тут про бороды, у Бориса Тамахина тоже, кстати, борода, ни слова не сказали в защиту своего народа. Ни одного слова. Открыто не выступили, не защитили. Поэтому, конечно же, нельзя сказать, что вот 30-летние несут или нет. Россия несет ответственность. 30-летние не несут ответственность, как конкретно вот такая вот социальная группа 30-летние, они не несут ответственность, конечно же. Да и не хотелось бы никого вот огульно обвинять на самом деле. Просто иногда вынужден бываю, чтобы не разбираться, как Андрей Полтава говорит, да, там, не разбираться в сортах, там, раз и скажешь, хотя это, конечно же, неправильно. Я каждый раз повторяюсь, подчеркиваю, что я имею в виду, но иногда бывает, говорю это так, не подчеркивая, не разделяя. Лан-ин, арабские лидеры такие же, поэтому, да, такие же. Арабские, вот Саудовская Аравия, взяли журналиста, завели в посольство, убили, расчленили, выкинули. Ну, это вот это, братья, вот этого Путина и вот его гауляйтера. Вот и все, что надо знать о Саудии и их королевской семейке. Но очень тебе прикол. Иншаллах, мы поможем и арабскому миру, и Африке, и братьям уйгурам, и всем братьям мусульман. Мы поможем Украине и Грузии, всему Кавказу и всему миру. Иншаллах. Да, иншаллах. Дай Бог, чтобы мы помогли им всем. Конечно, хорошо быть сильным и здоровым, и богатым, чем бедным, больным и слабым. Да? Да, хорошо было бы. Ну, есть ограниченные наши возможности. Посмотрите вокруг, что ты лично можешь сегодня. Нам бы себе помочь. У нас сейчас марш будет, да, за верховенство права Саид Амин Ибрагим проводит. Сколько людей откликнулось на это? Вот у меня 10-20 тысяч просмотров бывает. Я каждый раз это напоминаю, говорю, ну сколько человек из 10-20 тысяч выделили денег, выделили машину там, и так далее. Давайте вот сперва себе поможем. У нас еще очень много надо делать дела, ребят, чем помогать всему миру. Так, Василий Пупкин. Ахмед Закаев очень умный, грамотный человек. Почему нельзя объединиться вокруг него и создать мощные оппозиции, оставив эти религиозные замашки? До чего все это довело, мы все прекрасно знаем. Да, надо объединяться. Другой власти у нас нет. Вот на сегодняшний день легитимной власти, кроме Ахмед Закаева, у нас нет. Нравится он кому-то или нет. Самое главное, Ахмед Закаев, он не на бюджете сидит, ничего не ворует. И как только мы деоккупируемся, мы будем сразу же, не знаю, ни одного дня Ахмед Закаев до того, как изберем президента, после того, как изберем президента, ни одного дня он там не будет. И не факт, что мы его изберем. И не факт, что он еще может будет баллотироваться, потому что по Конституции в 65 лет уже нельзя баллотироваться. У нас президентом человек может стать до 65 лет. А сейчас Закаеву там 62, по-моему, 63. Если 2-3 года еще мы не проведем выборы, Ахмед Закаев уже не может баллотироваться президентом. Я не знаю, почему люди не хотят. Я не знаю, почему так себя ведут. Какие-то обиды,
свое эго, ну, плюс, может быть, вот агентура работает. Объяснения у меня нет. Я сам пытался понять, почему люди так себя ведут. Ну, даже есть люди, которые не агенты, они просто не хотят слушать ничего. Вот мы построим шариат, вот мы построим шариат. Ты им объясняешь, они все равно свое говорят. Я не знаю. Ну, таких немного, которые не понимают. Я думаю, народ поймет, как только все изменится. В том, что мы очень сильно проявляем антипатию к Западу, это в первую очередь, ну, не в первую очередь, но в том числе вина и самого Запада. Запад предал свои принципы. Запад предал общие наши принципы. Это не его принципы, это общие человеческие принципы. Права человека, про которые так декларируют. Он их предал. И сейчас, в данный момент, Германия всячески нарушает права чеченцев. Об этом надо открыто говорить. Чеченцев выдают на пытки и смерть. И мы это все видим и говорим, ну они лицемерные, они врут. Ну также можно сказать и про Саудовскую Аравию, они тоже лицемерные. Они еще больше лицемерные. Поэтому посмотрим. Все будет хорошо. Так, хотел бы перейти, пока оставим ваши вопросы, хотел перейти по поводу убийства. Вот было совершено убийство, ликвидация 1 июля 2019 года был ликвидирован член оккупационного контингента во временно оккупированной Ичкерии одним ударом в область нижнего окончания височной области, вот сюда, да, височной кости с левой стороны, был ликвидирован российский оккупант из Кузбасса. 32-летний член оккупационного контингента из Кемеровской области поедет домой раньше времени в деревянном Макинтоше. Уже, наверное, уехал. После этого объявили нападавшего террористом, бандитом. Они его застрелили. Подельники этого кузбасса его убили. Взяли под навес, где он находился, бросили гранату. И сказали, что он совершил нападение и был убит. Бросил гранату в них и был убит. С гранатой и с ножом совершил на них нападение. Это неправда. Была инсценировка. Бросили гранату. Сперва были слухи, что он самоподорвался, самоподрыв совершил. Но потом сказали, что все-таки это был не самоподрыв, а бросил гранату. Самодельные бомбы они быстро изготовить не смогли, и пришлось им задействовать там F1 там, или какую-нибудь РГДшку. Взяли, бросили и сказали вот. А на самом деле этого человека, я более чем уверен, спровоцировали. Мусульман, у него внешний вид мусульманина с бородой. Спровоцировали. Он, как и положено, на своей земле оккупанта терпеть не стал. Вот очередной раз убили чеченца, оболгали его и сказали, что вот он там террорист-бандит. Призываю всех чеченцев не совершать этого. Ни в коем случае не поберечь свои жизни. Тем временем есть вот такая информация. Естественная убыль населения, да, перейдем к другой теме, естественная убыль населения за первые 4 месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова прокомментировала эту новость такими словами: мы катастрофически теряем население страны. Ну, что можно по этому поводу сказать? То, что катастрофически теряем население и 149 тысяч за первые 4 месяца, я могу со всей уверенностью, зная, как они врут, можно сказать, что эту цифру можно смело на 3 умножать. Теряется население, если уже Голикова заявляет открыто, что катастрофически теряем, значит, все очень плохо. Надо еще учитывать то, что теряется население, в основном русскоязычное население, а у других народов хоть тоже есть большая смертность среди детей, новорожденных. При всем при этом
смертность среди народов Кавказа, они поменьше, да, и других народов. И еще большая смертность связана с тем, что алкоголизмом, да, заражены большая часть российского общества, болеют вот этой болезнью, как алкоголизм. И он тоже очень много убивает, как замерзание, да, в холодное время, также убийства, аварии на дорогах и так далее. Все это происходит, в основном всегда все это происходит под воздействием алкоголя. Поэтому тем 90 миллионов россиян, да, каждый месяц, каждые там 4 месяца терять, там, грубо говоря, если не верить этим данным, до 500 тысяч там, или до 300-500 тысяч, это, грубо говоря, миллион в год можно терять, если не верить Голиковой, потому что они всегда врут. Что накладывает на все остальное, на снижающиеся цены на нефть и газ, на то, что от нефти и газа начинают отказываться, что люди переходят на альтернативное топливо. Сейчас от угля уже практически все отказались, да, Германия практически все шахты закрыла, значит она уже и не закупает уголь, и не добывает уголь. Точно так же отходит и от нефти, что говорит о том, что в России все будет только ухудшаться, только будет ухудшаться. И конечно же тогда придется сделать только одно: закрыть Россию и устроить массовые вот репрессии. То, что делали над чеченцами. Слава богу, да, в кавычках, если сказать, кадры есть, убивать умеют, любят, самое главное, путинские вот эти вертухаи. На чеченцах научились, да, убивать. В Украине, на Донбассе научились, в Грузии, да, тоже научились. И ну теперь они сейчас будут это все делать в России. И вот, видимо, вот эта гибель лошарика, корабля, произошла именно в тот момент, когда они хотели перерезать провод, да, именно в тех местах, где проходил кабель интернетовский, они его пытались или там перерезать, или там заложить взрывчатку, чтобы был взрыв, и чтобы потом нигде, не глубоко, а где глубоко, чтобы потом это трудно было найти там как-то, что это сделать. Нужно было сделать, может быть, как естественным путем, как будто там произошел, да, там какой-нибудь там обвал произошел, да, или еще чего-нибудь там. Заложили взрывчатку, да, чтобы на него там, на этот кабель обрушилась там гора и так далее. И, видимо, вот в этот момент Россия уже должна была перейти на внутренний интернет, но так сложилось, что не сложилось. И поэтому лошарики затонули на лошарике, и бандиты путинские погибли на боевом посту, как говорится. Так что скоро ожидаем отключения интернета, скоро, сейчас они все там красиво, все хорошо рассказывают, но настанет момент, вот это будет в ближайшее время, по всей видимости, будет обрубаться все. Но это не спасет режим. Только это усугубит положение внутри России, русских в первую очередь, которые так наивно, так глупо позволили себя одурачить, за что им надо будет теперь расплачиваться. И последнее, что я хотел бы вот из своего, то, что я тут подготовил. Кстати говоря, Кох, наш диссидент, в кавычках, преступник, да, пособник геноцида, подстрекатель и пособник геноцида чеченского народа, как обычно, его задача здесь запугивать, что Путин сумасшедший, и атомными бомбами он закидает весь мир там и так далее. Это неправда. И Кох блефует, и Путин блефует. Кох сказал, что они закладывали атомную бомбу. Да? Коху лично сообщили, что это была атомная бомба. Вот надо запугать весь Запад, чтобы все испугались, ужаснулись и сказали: да, Владимир Владимирович, конечно, мы с вами, там, уважаемый Владимир, мы с вами подпишем. Нет, Шариковым договариваться не будут, и Шарикову никто бояться не будет. Что нужно этому
полиграфию Шариков. Это наш страх, западный страх, да, ну, здесь его не боятся. Здесь уже сейчас, как с гадюкой, аккуратненько, аккуратненько так ее возьмут и утилизируют эту гадюку, будем надеяться. И вот последнее, что хотел затронуть по поводу вот этого выступления сегодняшнего журналиста Георгия Габуния, который журналиста с Руставия, канала Руставия 2, который обматерил Путина в прямом эфире на государственном канале. Ну что могу сказать, Георгий, во-первых, я тебя всячески поддерживаю, шлю тебе большой салам, маршал. Я, конечно, мат не приветствую, мат это не очень хорошо, но я понимаю, что по-другому вот этот Шариков, царь Шариков из подворотни, питерской подворотни, другого языка не знает. А то, что мы выучили их язык, да, ты в том числе, я, мы выучили их язык и можем даже на им доступном языке им объяснить, то это дорогого стоит. Спасибо тебе большое, респект и уважуха тебе. Я всячески тебя поддерживаю. Хоть опять же говорюсь, мат, конечно же, очень был жесткий, очень-очень, очень жестко, конечно, ты его. Респект тебе и уважуха. По-другому эта свинья не понимает просто-напросто. Так, перейдем к вашим вопросам. Карл Горвальд. Несколько месяцев назад я видел сон. Путин победил на выборах, и к вечеру в Москве на улицах под мостами накрыли длинные столы с едой. Народ пировал, а утром Путин начал большую войну с какой-то страной. Да, у него другого выбора нет. Так, сейчас звонить не надо. Так, поехали дальше. Сам на себя похожий ногчу. Чеченская нефть озолотила, если не 30 миллионов русских людей, то 50 миллионов русских, это точно. Поэтому война русских с русскими неизбежна. Да, между прочим, мы должны забрать свое. Выкачивала Роснефть и другие компании. За это русским платились пенсии, пособия, налоги и там эти разные Сечины и другие бандиты крали нашу собственность. С 1991 года мы являемся независимым государством. Даже если учитывать то, что в Советском Союзе мы, допустим, были. Хотя этого тоже я не согласен. Мы никогда не входили добровольно в Советский Союз и не являлись частью страны. Мы были оккупированы. Поэтому мы, конечно, нам должны там огромное количество денег возместить. И придется Россиюшке очень много лет работать на то, чтобы возместить все наши убытки. Так, Ричард Суровский. Аслан, мы здесь с тобой. Все отлично. Фарид Султанов. Кстати, придуман новый слоган. Так, не буду произносить, Фарид. Никто не придерется, но все прекрасно понимает, о чем речь. Да, это старый слоган, это известно. Путин вроде всех в рай обещал забрать. Уэн Грецкий говорит. Да, эти подводники сразу в рай. Мы-то все сдохнем, а они в рай, как сказал мой друг. Так, Ичкерия Лайв. Делитесь видео, ставьте лайки. Обязательно. Олег Станкевич, у меня есть экстремистская версия вымирания россиян, деградация. Да, это тоже очень такая, ощутимый урон такой. Так, Максимус, Лукашенко и все остальные такие же. В стране у них также куча проблем. Везде так. Ну, не везде. Ну, где русский мир, там да. Панкиси, Джорджия. Гиви прямо сейчас читала комментарий Кадырова про это. В принципе, ясно, что писал Кадыров. Он, конечно, за Пурина. Так, Евгений Гор, если бы да кабы, говорит, ответил Ладу. Профан Эйнштейн. Аслан, разве власти Германии не видят следы пыток на телах наших братьев, которые бегут от территории Ирака?
какая у них реакция при виде этих запытанных ребят. Да, но это не территория Ирак, это территория временно оккупированная Россией, Чеченской Республики. И пытают не только в Чечне. Я знаю, что в Подмосковье, в Одинцове, да, я защищал людей, которых также пытали в Подмосковье в тюрьмах. Это тоже факт. Ну, они все знают. Они все знают. Например, здесь человек, который 3 года назад подвергался преследованию, потом он пожил 3 года и уехал. И ему говорят, ну ты ж 3 года жил. Он говорит, ну я как зайчик жил, я прятался, я не мог ни на работу устроиться. Но если вам плохо в Чечне, живите в России, Россия большая, уезжайте там в Астрахань, в Ростов, в Москву. И это наша вина, что нам так говорят. Валлахи буй, вайбех. Просто у меня просто слов не остается на это. Как это так? Пытки есть, говорят, ну, живите в другом месте. Алена Павленко. Ну, можно просто говорить сказочнее. Все тоже поймут такого речь. Это 5 просто. Да-да, все прекрасно понимают. Так, Ичкерия лайк, делитесь видео, ставьте лайки. Так, Асланбек Тутаев. Братья Нобели сделали свои первые деньги на Грозненской и Бакинской нефть, так что на наши деньги вручают Нобелевские премии, и еще мы плохие. Так, ночью антиприкол задонатил. Ты продолжение своих слов не увидел. Моих слов не увидел. Мы поможем всем, иншаллах, но давайте сперва построим себе стабильный дом. Да, сразу ночью антиприкол. Да, совершенно верно. Да. Не сбо. Я там не увидел, да, или не поместилось, может, потому что не помещается это. Война ВП, ассаламу алейкум. Аслан, если смотрит Гаага твой эфир, наверное, думает, мы держава, но мы стараемся не произносить его. А ты, Аслан, не держал и по полной про него говоришь. Интересно, как им там Гаага? Валейкум салам. Да. Ну ничего. Да там, знаете как, там же такие политические такие моменты. Если сейчас Америка даст отмашку, просто жуют и выплюнут этого все. Ну, просто у Америки свои интересы тоже хотят не добивать, да. Это очень серьезные вещи, да. Россия реально может поджечь там, туда денег, туда там террористов, туда там экстремистов, ну, что угодно может. И как бы хочется, там же очень все серьезно. Такая бешеная собака, из этой бешеной собакой, чтобы она слюни вот эти свои не разбросала в разные стороны, мотая головой. Поэтому там, конечно, и некоторые вещи не понимают, и мы должны в это время, и это самое страшное для этой бешеной собаки, бешеной свиньи, я бы сказал, и вот мы, которые будем доносить до американцев, до европейцев, где-то будем говорить свое слово, мы для них очень мешаем, да, потому что они-то говорят, что они не бешеные, и тут мы появляемся, и тут надо нас с нами как-то, нас заткнуть как-то надо, дискредитировать, убить там юридически преследовать там как-нибудь, да, и если ну, сложно, все усугубляется. И мы должны не молчать, мы должны все выходить об этом, говорить. Надо, ребята. Ситуация в корне изменилась, и она больше все, дело времени. Сколько мы приложим сил к этому, вот другой вопрос. И это не значит, что мы должны воевать. Наоборот, мы всячески будем подчеркивать, что наоборот мы не будем воевать. Нет. Сейчас другое время. Мы будем мирным способом добиваться. Мирным способом можно намного больше сделать в нашем положении, намного больше, чем вооруженным способом. Тем более мы находимся в юрисдикции других стран. Мы не можем здесь даже Путин не является законной целью. Его нельзя трогать здесь, потому что он находится под другой юрисдикцией. Такое вот право, да.
Мы должны всячески добиваться, и наше слово, оно очень больно бьет. И гааги тоже видят нас. И если мы вышли бы, вот сейчас с Айтамином Ибрагимовым, вышло бы нас, вот нас здесь 300 тысяч, да, если бы мы вышли бы все, 10 тысяч, 50 тысяч, 10 тысяч хотя бы мы вышли бы, Валлахи, они никуда бы не делись бы. Просто приехали бы, у нас людей есть много богатых людей, олигархов, много людей богатых. Анонимность мы гарантируем. У нас есть вот биткоины у меня есть. Присылайте на биткоины, профинансируйте, поставим палатки, соберем, заполоним это вот вокруг этой Гааги или там штаб-квартиры ООН в Женеве. Заполоним. Когда шла война, помните, мы делали вот цепочку марш мира, выходили люди, становились. Война шла, русские БТРы, танки ездили, наши женщины, дети, мужчины, старики выходили. А сейчас мы не уходим. Здесь абсолютно безопасно, нет никаких танков, тебя никто не случайно не задавит, не выстрелит в тебя. Мы не выходим. Очень жаль. Абу Араб Аль-Шишани. Ассаламу алейкум раматуллаху баракату. Аслан. Аслан, Тумсо выпустил видео насчет дагестанцев, беженцев в Европе. Я не понял. Ну пускай что хочешь, выпускай. Халид Ханги, Аслан, если человек получил позитив в Европе, то его могут депортировать? Ну, что значит позитив? Если у него есть политический, да, позитив, да, есть гуманитарное тебе дали согласие на нахождение по гуманитарным причинам, есть по политическим, то по политическим нет, конечно, не могут. Государство тебя признает гонимым и обязуется тебя защищать. Руслан Волков. Лошариком Россия готовилась проводить теракты ядерные возле США на коммуникациях, проходящих в океане, нефтяные скважины в океане, выдавая их за техногенные, собирались пакостить миру в опасной форме. Ну, я не думаю, что, ну, пока мы не знаем. Коммуникации, вот мне и версия более склоненная к тому, что вот могло быть именно так, что они интернет хотели отключить как-то. Так, Ани Арок, Асбек. Украина не может официально объявить войну России, потому что мы не потянем полномасштабную войну. Но нам никто не поможет. А у Путина появится повод открыто вести войска. Поэтому только так. Да, ну там тоже очень непонятно, почему это Украина не может объявить. У нее территорию отжали. И если Путин хотел бы вести, он бы вел бы войска. Я не понимаю, почему. Так, ладно. Асбек, ассаламу алейкум, Асан. Конечно, у западных политиков двойные стандарты, но чем может помочь Запад, если Украина официально не воюет с Русней? Асбек, если даже множество тех чеченцев, которые сидят на социале в Европе, вполне себе респектабельные граждане Российской Федерации, спокойно ездят на родину. Я не говорю о 85% россиян. Ва алейкум салам, Асбек. Да, абсолютно ты прав. Совершенно верно. Да. Мы сидим здесь и ничего не делаем. Конечно, я, конечно, обвиняю, что вот, должны, не должны нам на самом деле. Мы должны свои права отстаивать. Никто за нас не будет отстаивать, понимаете? Никто. У нас там сидят люди и ничего не хотят делать, да, и потом говорят, вот там Запад нам поможет. Поможет. У Запада тоже своих проблем хватает, это тоже надо признавать. Про Файнштейн. Аслан, в интернете можно найти конститут Черии. Просто чувствую приближение Дня Свободы и заранее хотел бы выучить наизусть, чтобы знать свои права свободного человека. Да, может, конечно, есть в интернете.
Аня Орог, нам всем нужно окрепнуть и набраться сил, укрепить армию и обрести настоящих союзников. Европа не поможет. Ну, Европа постольку поскольку поможет. Постольку поскольку. Так, эти модераторы, почему это не убираете вот это все? Почему это не убралось? Модераторы. Так, Юлиус Цезарь. Асна, скажи что-то о депортах чеченцев из Австрии и античеченской риторике германских СМИ, которая тоже в итоге приведет к депортам из Германии. Да, в Австрии тоже депортация идет, давно идет. Австрийские, вот, слава богу, вот этих нацистов, ну, вот этих правых рассекретителей, сейчас им пришлось уйти из власти в Австрии, но тоже идет активная депортация. И, конечно же, надо всем выходить и бороться. Ребят, никто за нас наши права защищать не будет. Нам надо самим защищать свои права. Если вы не можете там выходить, там, надо хотя бы там жертвовать какие-то деньги, чтобы мы могли адвокатов нанимать, мы могли пресс-конференции проводить, выходить на митинги, еще что-то делать. Не это не делай, сидеть так не получится. Господа, права надо защищать. Понимаете? Футбольный клуб бывший Терек, теперешний Ахмад, мою по Европе, Бюшкант я üç. Хеклуш. Так. Абу Араб Аль-Шишани, что в Дагестане никогда не было войны, и что он сделает так, чтобы их депортировали. Мне присылали. Ну это плохо, как это? Дагестанцы, ингуши, другие ребята, там и тебя преследуют, там же не сказано в законе, что если у тебя есть война, то тебя преследуют. Нет, там сказано преследование. Это может быть во время войны, это может быть после войны, вот как сейчас, например, в Чечне происходит. Это может быть вообще не было войны в Дагестане. Ну, войны как не было? Была, конечно, война в Дагестане. Партизанщина была, очень даже активная была. Иногда местами больше, чем в Чечне она была. Это мы тоже все помним. И эти люди по религиозным, политическим, идеологическим, там, любые дагестанцы, такое же право имеют, как я, который вообще жил в Москве и никем не преследовался. Также ингуши имеют право. Кто имеет право там сказать, что нельзя? Как здесь оказались? Преследуют не из-за войны. А кто сделал такой, ты говоришь, ролик сделал, что ли? Нет, это... Другое дело там приезжать там и врать, что тебя преследуют. Да, за это, конечно, это нарушение. Это не должен делать ни чеченец, ни ингуш, ни Дагестан, никто. Но честно надо, чтобы доносить. Но если ты... Нет, это вообще... Ладно, проехали. Амина Ахмадова, Аслам Бюсти Кёль, хотела спросить насчет митинга в Гамбурге. Как у вас все прошло? Есть ли видео? Да, все прошло отлично. Дай Бог еще будет. Да, Алмула. Видео будет. Там надо лица всех замазать. Вот все, кто туда пришел, попросили все, почти все, 95% попросили свои лица замазать. Единственное, я вот в сомнениях, если даже я замажу лица, их по одежде можно будет, да, здесь, наверное, стукачок в Гамбурге какой-нибудь наверняка найдется, который скажет, это этот. Например, были уголовные дела, да, про наших партизан, которые в горах, они все в масках стоят. И вот у тебя уголовное дело перед тобой лежит, вот фотографии, и все в масках. И стрелочкой, номер 1 такой-то, номер 2 такой-то, номер 3. Одного из них задержали и запытали, и он рассказал, кто из них кто. Или просто стукач оказался какой-нибудь рядом.
Поэтому по росту, по телосложению, все это выясняет, тем более там по одежде, еще как-то. Все вычисляется. Поэтому я вот, не знаю, очень тяжело отстаивать свои права, когда ты боишься отстаивать свои права. Everything in life. Аслан, а ты бываешь в Ичкерии? Конечно, я каждую ночь летаю во сне в Ичкерии и возвращаюсь утром. Так, Панкиси, Джорджи, Аслан, короче, журналистас грузин Путинан Амадианири этот прокомментировал Кадыров. Аслан, sorry for my Russian. Here is Georgia who did not learn language of occupiers. Понятно. Короче говоря, Кадыров, наверное, как обычно, угрожает. На его любимого, этого Шарикова, журналист обматюкал. И, наверное, теперь Кадыров грозится всех убить. Ладно. Всех убить хочет. Так, Алена Павленко. Я вот у вас тут эти выражения я зачитывать не буду, извиняюсь. Вильни народы переможете. Ассаламу алейкум, раматуллах баракату. Украина, салам маршал, ду гергара нохчи, дал эту бойлова масера. Ва алейкум салам. Дели салам маршал. Хуйл, спасибо. Масера дал эту бойлова. Амин. Так, поехали дальше. Ой, ну вот эти начали нас атаковать. Сейчас я это тоже заблокирую. Ну все, нас уже, короче, пользуемся успехом. Нас уже тут атакуют эти мерзавцы. Каргорова. Диктаторы это проглодиты из прошлого, которые ведут людей в прошлое. Да, и которых время заканчивается. Век технологий и этот 21 век интернета и технологий им места не будет. Будут где-то появляться, но они будут недолгие, как раньше там они могли веками править. Появляться их там будут уничтожать. Народ, между прочим, еще очень важно, что люди стали образованнее. И чем больше люди будут образовываться в мире, да, тем меньше останется вот этих тиранов и диктаторов. Алена Павленко, просто всем небольшим странам нужно ядерное оружие, и тогда будет другое отношение. Вон Путлер нарисованными ракетами всех пугает и развязывает войну по всему миру. И никакого права на него нет. Да, я вообще за то, чтобы вообще не было этого ядерного оружия. Эренс, ассаламу алейкум, Аслан. Хотел бы узнать твое мнение, кому лучше сперва в помощь нашим чеченцам границы в Польше или отправлять деньги в Африку? Алейкум салам. Я знаю, что ты это как бы сарказмом говоришь, да, конечно ли. Я думаю, просто я думаю, в Африку, обязательно в Африку, конечно ли. Люди у нас в Польше сидят, просто стыдно, мне стыдно. Валлахи, я это вспоминаю, мне стыдно, что у нас люди сидят, и вот эти польские власти не пропускают. Вместо того, чтобы вот объединиться, выйти там же в Польше на митинги, здесь же выйти. Мы не можем здесь отстоять права, нас здесь депортируют. Ужас, ужас, ребят. Гражданское общество у нас формируется. Я уже вижу это гражданское общество, уже появляется. Оно слабо развивается, медленно. Мы финансово ограничены. Но все потихонечку налаживается. Да, мула, все будет лучше, чем мы ожидали. У нас огромный потенциал, ребят. Время работает на нас. Я уже абсолютно не переживаю ни по какому поводу. Буду доносить потихоньку правду, как я ее вижу, как я ее знаю, как чувствую. И мы придем к этому обязательно. У нас все отлично. Да, Аллах. Так. Игорь просто. Аслан, после развала Российской Федерации с кланом Кадырова будете воевать или ругать его из-за границы? Клана Кадырова не существует. Есть марионетки ФСБ, российские марионетки. Когда Россия развалится, этих марионетков мы днем за днем не найдем. Понимаете? Вы просто их переоцениваете. Вы их переоцениваете. Как только вы увидите 150-120 тысячный оккупационный контингент из нашей страны, я вас уверяю, вперед вас побежит клан Кадырова. Я не знаю, что значит клан. Вот эта группа отчепенцев, которые
пошли на служение вот этому кровавому царьку, да, недоцарьку Шарикову. Так, Руслан Волков, Жак Ширак. Мое президентство восхищался... это книга, наверное, называется. Мое президентство восхищался разгромом России и Чечне в январе 95 года. Жаль, что всего 1 миллион. И я горжусь, что лично дал указание помочь этим людям, если они попадут в мою страну, сказал Жак Ширак. Да, сейчас Жак Ширака уже нет. Якуров, который не может без разрешения Путина даже слово сказать, так просто отдал землю Ингушетии и Чечне. Ничего Якуров не отдавал и не брал. У Якурова, кроме своей вот, фуражки, ничего нету. Евгений Гор. Запад никогда не пойдет против Путина и его банды. На кону очень большие деньги. Только Америка может себе позволить. Ну, Запад идет, санкции-то вводятся. Санкции вводятся. И, как мы видим, Северный поток 2 не запущен. Что бы кто ни говорил, что все уже... Причем он запускается, прокладывается на российские деньги. Все полностью, от и до, под ключ. Все делается за счет российского налогоплательщика, за счет российских денег. И все равно не запускается. С чем связано? Значит, все-таки есть. На Западе тоже есть очень много наших союзников, друзей наших, партнеров. Как вы достали как эти, такие гадости здесь пишут. Джахар Дудаев. Аслан, если твой родственник, то за предателя ничего не говоришь. Джахар Дудаев, о каком ты родственнике, за каком предателе ты говоришь? Я не знаю, о чем ты говоришь, Джахар. Тебя уже заблокировали. Жаль, Чинхо у нас шутить не любит. Так, Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Абсолютно с тобой согласен. Нужно вести борьбу дипломатическим, информационным. Так же, как я думаю, не надо смотреть на арабов. Надо учить своих героев. Абдурахмана Автарханова. Совершенно верно. Совершенно с тобой, как обычно. Эдуард с тобой согласен. Да, Абдурахмана Автарханова, почитайте «Народоубийство в СССР», «Убийство чечено-ингушского народа», почитайте книгу. Много у него очень полезного есть там. Почитайте. Я начинаю даже перечитывать. Кстати, у меня есть перевод. Господа, кто взялся озвучить мне эти книги, да, о народоубийстве в СССР. Пожалуйста, господа. Нет, это не народоубийство. Другую книгу. Короче говоря, давайте, господа, сделайте хотя бы одну серию. Я уже озвучку сделали, все сделали. Надо это уже заканчивать. Сколько можно. Или скажите, что вы не будете делать. Так, ну у нас атакуют здесь эти тролли разные. Карл Горваль. Деньги в Африку, когда свои нуждаются, это как в той сказке «Король голый». Так, Рамазан Ильясович. Ассаламу алейкум. Извините, работа. Ва алейкум салам. Правильно, работать надо. Так, Эдуард Мамедов. Напомни все, что 2 или автозавод закрылись. Да закрывается. Дело времени. Вся мощь России это телевизор. Как только телевизор выключить, все, нету, ничего нет. Есть вот эта группа карателей, которые приедут к вам ночью, заберут и вы бесследно исчезнете. И это вот поддерживает страх. И по телевизору все отлично. Все. А это уже, этому приходит конец. Это возможно, если русские не поднимутся, приведет к массовому террору. Но рано или поздно конец придет и этому. А если сейчас поднимутся, можно избежать большой крови. Просто Россия себе выберет нормально, проведет люстрацию ФСБшников, всех вот этих, кто был сейчас у власти, убрать к чертовой бабушке, всех вот этих кадры ФСБ, набрать новые спецслужбы, ввести внешнее управление, привести американцев, кого угодно, сказать, давайте, господа, мы не можем, создайте нам
спецслужбы, управление, там, контроль какой-нибудь. Или хотя бы судебную систему. Ладно, спецслужбы лезть там не захотят. Судебную систему. Вот суд у нас будет, например, судиться будем только вот там в Европейском суде. Никакой больше судебной системы нет. Все, если будет честный хотя бы суд, набрать здесь, вложиться в европейские суды, набрать судей, если вы установите одну судебную систему, да, судебная власть, да, если она станет независимой, четкой, то иллюстрацию сможете провести, избежать большой крови, выбрать демократический путь. Конечно же, отпустить все страны, которые вы незаконно удерживаете. В первую очередь, конечно, это нашу страну, которую вы полностью оккупировали. И потом часть Украины, часть Грузии и другие страны, которые захотят выйти. И если захотят выйти, Дагестан, Ингушетия и другие страны должны выйти. И мы уже сами будем определять свою судьбу. На этой прекрасной ноте я хотел бы закончить наш эфир. Приятно было отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам, что смотрите, задаете вопросы, распространяйте видео, пишите комментарии, хоть плюс поставьте, хоть там один комментарий, чтобы, ну, не те, кто находится в Чечне, только те, кто находится в Чечне, не комментируйте, лайки можете ставить, но не комментируйте, ничего не ставьте, чтобы лишний раз у вас не возникло никаких проблем. Берегите себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания. До среды. Обязательно выйдем в среду. Ну, анонс будет обязательно. В среду в 9 часов постараюсь возобновить наши эфиры. Все, всем до свидания.